250 семей получили в этом году выплаты на строительство или приобретение жилья в сельской местности. Такие цифры прозвучали сегодня на расширенном заседании коллегии Минсельхозакоми. Представители ведомства и муниципальных образований подвели итоги реализации федеральной и региональной программ по социальному развитию села. Светлана Некрасова выслушала доклады. Абсолютный лидер по количеству выданных на строительство жилья субсидий – Ижемский район. Своим домом за счет Москвы и республики здесь обзавелись 40 семей. Но, как выяснилось, поднять жилье только полдела. Его нужно еще зарегистрировать в течение года после получения бюджетных средств. На деле в эти сроки сельчане укладываются редко. Слишком много времени занимает подготовка технической документации на дом. Составлять ее с июля прошлого года могут либо Бюро технической инвентаризации, либо лицензированные кадастровые инженеры. У нас специалистов просто такого нет в районе, поэтому приезжают люди работать к нам на выезд по договору. Приезжают, оформляют документы, точнее заключают договора, после этого они где-то в течение полугода, иногда больше, разрабатывают документы, которые необходимо представить застройщику. Не все гладко и с газификацией. Москва выделяет на 1 километр строительства трассы примерно 2 миллиона рублей. На деле работы в силу климата обходятся в 2 раза дороже. Но такие детали федералов не интересуют. Если норматив Москвой установлен, вот вы получили 9,6 миллиона рублей, вы обязаны ввести не меньше 4 километров. Но мы им объясняем, у нас 1 километр на севере не 2 миллиона стоит, а 4. Объявляется конкурс, и мы не можем ни одной организации строительной найти, которая бы согласилась строить 1 километр газопровода за 2 миллиона. Нет таких в природе. Чтобы не потерять федеральные деньги и выполнить норматив, власти республики ищут дополнительные средства, что, понятное дело, непросто. Еще одна статья программы по развитию села – строительство водопроводов. В этой части отличилась Усть-Цильма. На выделенные средства в деревне Чукчино умудрились протянуть не 2 километра сетей, как планировалось, а 3. Чиновники договорились с подрядчиком. Водовод позволит отказаться от колонок. С этого года брать из них воду стало накладно. Счетчик на такой источник не поставишь, а потому местным жителям приходится платить по нормативу. По сельским меркам он огромный. Примерно 1,5 куба на человека идет забор воды с водоразборной колонки. Если мы воду берем, мы не можем там поставить. И не каждый человек не знает, сколько он оттуда взял. Он по нормативу платит. А он столько не выносите 1,5 куба в месяц. Это если посчитать на ведра, по 10 литров разделите, значит, вы 150 ведер в месяц должны выносить. По итогам коллегии участники приняли решение обратиться в правительство республики с просьбой увеличить сроки ввода домов, построенных на субсидии, с 1 года до 2 лет, чтобы сельчанам хватало времени на регистрацию новостроек. Главам муниципалитетов рекомендовали разработать проекты по благоустройству территорий и генеральные планы. Это позволит им в 2014-м воспользоваться новыми видами господдержки. Это субсидии на строительство дорог, тротуаров, спортплощадок, ФАПов и школ, а также на уличное освещение, озеленение и обустройство зон отдыха. На каждый проект Москва готова выделять до 2 миллионов рублей. Светлана Некрасова, Павел Фетисов, телеканал Юрган.